То, что трагедия произошла у Кремлевской стены, это демонстративно. Это, я думаю, что убийцы знали, что они делают и что это за место. В любом случае, власть причастна к этому. Не впрямую, конечно. Я хочу верить в то, что... Я не думаю, что власть это организовала и какое-то имеет прямое отношение к убийству. Нет. Но то, что власть имеет косвенное отношение к этому убийству, то, что за последние 2 года обстановка нетерпимости в стране создана таким образом, что общество расколото, и то, что демократические лидеры оппозиции и вообще свободомыслящие люди уже, так сказать, им приклеен ярлык, что это предатели Родины, и они раскалывают страну, вот эту вот нетерпимость, и то, что это в жесткой форме с экранов телевидения пропаганда каждый день идет, конечно, она доводит не очень образованных людей или не очень уравновешенных людей, а может быть и в совокупности и то, значит, доводит до такого состояния, которое вот они считают, что они вот на самом деле от сердца или, так сказать, спасают страну вот таким образом. Это ужасно, что делает власть. В этом власть виновата. И в этом власть, конечно, повинна в смерти, в убийстве Бориса Немцова. Это так. И это преступление, дерзкое преступление у стен Кремля, это демонстрация того, что мы с вами, мол, расправимся. Это, безусловно, поворотная точка. По той простой причине, что я думаю, что граждане сейчас начнут переосмысливать все происходящее. Они не могут, здравомыслящие люди не могут просто так это пропустить и через 3 дня забыть. Уверен, что начнется переосмысление всего происходящего. Власть тоже напугана тем, что это произошло. И все понимают, что внутри тот, кто не говорит на словах открыто, но все обвиняют власть именно в этом, в создании вот этой обстановки враждебности внутри страны.